6 лет как один. Историческая дата. Очередная годовщина со дня возвращения в состав России. На референдуме, который прошел в марте 2014 года, 97% жителей проголосовали за воссоединение. И не пожалели. Таких масштабных изменений в регионе не было никогда. Новые школы, аэропорт, дома, дороги, мосты. Для жителей полуострова изменилось многое. Мечта столетий стала реальностью еще в первую пятилетку. Крымский мост, 19 километров, связавший два берега Керченского пролива. Теперь он самый протяженный не только в России, но и в мире. Это главный символ российского Крыма. Белоснежные арки, словно парадный вход, точнее въезд на полуостров. Торжественная церемония, во время которой президент подписал договор с руководством полуострова о принятии в состав страны двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, состоялась 18 марта в Георгиевском зале Кремля. Это событие вошло в историю России как одно из знаковых. Позже, выступая перед собравшимися на митинге в Москве, Владимир Путин отметил, что этот день можно считать одним из самых радостных и светлых праздников. Уважаемые граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. Не только словом, но и делом поддержала в то непростое время Ингушетия жителей нового субъекта Российской Федерации. В Крым из нашей республики были отправлены сотни тонн гуманитарного груза, мука, сахар, лекарства и даже детские игрушки. На призыв региональных властей помочь крымчанам откликнулись практически все жители региона и успешные бизнесмены. Сегодня наши два региона связывают тесные дружеские отношения, которые способствуют налаживанию торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества. Из года в год один из санаториев на берегу Черного моря посещают несколько сотен ингушских школьников. Ребята не только отдыхают, но и ходят на экскурсии по местам боевой и воинской славы, а также посещают город-герой Севастополь. Зелимхан Калоев, Светлана Томова, Хади Калоева, Аслан Хамхоев. Новости 24.